Читаем парламентскую газету от 14 декабря 2017 года под номером 46. Статья «Продавать боярышник собираются только по рецептам». Торговый оборот печально известного боярышника временно приостановлен. Однако через 6 месяцев непищевые спиртовые настойки снова поступят в продажу. Парламентарии предлагают не допустить этого с помощью законодательных мер. Член Думского комитета по государственному строительству и законодательству Зариф Байгускаров направил обращение в Министерство финансов с просьбой рассмотреть возможность ввести на непищевые спиртосодержащие жидкости акцизные марки. Если акцизы ввести, то эти фанфурики будут стоить дорого, и никто их покупать не будет без особой необходимости. Сегодня они так дешево, потому что они не проходят как спиртные напитки, и, соответственно, им акцизы не требуются, рассказал законодатель парламентской газете. Он также предложил ввести рецептурный отпуск спиртосодержащих жидкостей. Надо ставить вопрос о полном запрете таких жидкостей в свободной продаже. Все эти настойки, капли, жидкости для растирания и тому подобные фанфурики продавать только в аптеках и только по рецепту врача. Тогда будет порядок. Если есть назначение врача, пожалуйста, берите его. Нет назначения, значит нет, отметил депутат. С соответствующими запросами Байгускаров уже обратился в Минздрав, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. После получения ответов от этих ведомств он намерен выйти законодательной инициативой о полном выводе из свободного оборота непищевых спиртосодержащих жидкостей. В октябре Роспотребнадзор установил новый запрет на розничную торговлю алкогольными суррогатами. Запретительные меры продлеваются на 180 дней и относятся ко всей спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 28%. Предыдущий запрет был введен в действие 23 декабря 2016 года, продлевался в июле 2017 года и истек 9 октября. Первоначальным поводом для запрета продаж алкогольных суррогатов стало массовое отравление в Иркутске в конце 2016 года. Тогда от отравления концентратом для применения в Ан-Боярышник погибли более 70 человек. В составе вещества был обнаружен метиловый спирт, запрещенный к обороту в России. Статью подготовила Фидель Агумава. Специально для рубрики «Читаем газеты» Олеся Григорьева.